Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки будет очень необычной. Мы попросим песок раскрыть нам суть происходящего и раскрыть нам секреты, связанные с вашим будущим. Если вы готовы рискнуть, если не боитесь, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне. Загадайте на себя, попросите песок раскрыть для вас суть происходящего сейчас в вашей жизни, вокруг вас, и раскрыть тайны, связанные с вашим будущим. Настраивайтесь, пожалуйста. Вот как чувствуете, так и говорите. Чем сердечнее вы будете говорить, тем больше вы будете попадать в поток. А это очень важно. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать до вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Меня, кстати, часто спрашивают, зачем я это говорю. Это имеет сакральный смысл. Я, гадая на песке, гадая на кофе, я работаю как медиум. Я обучалась гаданию на кофе и на песке здесь, в Турции, где я проживаю по сей день. И это очень непростой труд и требует очень тщательной подготовки. То есть это такие ключевые слова перед тем, как я вхожу в транс. Так, мои хорошие, немножечко отступила. Теперь давайте посмотрим. Пусть песочек расскажет, пусть покажет. Скрыто все, что можно узнать. Но песочек нас услышал. Сразу говорю, вот чьи-то слезы вышли сразу. Слезы. Кто-то у меня плачет, кто-то у меня сейчас страдает. Кому-то очень нелегко. Человек конкретно как будто бы вот прям целыми днями, ночами плачет. Это слезы не души, это слезы физические, но они отражают боль души. Песочек вас почувствовал и считал. Для вас я скажу такую информацию. Вот от дня просмотра этого видео 12 дней пройдет. 12 дней. И очень хорошие новости войдут в вашу жизнь. Вот просто ворвутся ранним утром. Вы еще спать будете. И вот тогда слезки ваши высохнут. И все у вас в жизни наладится. Вот сразу я вам говорю. Так, для тех, кто прям плачет. Так, мои хорошие, давайте посмотрим по сегодняшнему дню, да, что происходит вокруг вас. Вокруг вас очень много негатива. Я не люблю общие расклады, да, там, где речь идет про негатив. Конечно, лучше конкретно смотреть персонально, но если вы попали на мою отсыпку, значит, вы должны это услышать. Здесь речь идет о негативной информации, какое-то прям загрязненное информационное поле, а также о людях, носителей негатива, которых очень много вокруг вас. Прям такое скопление этих людей происходит. Почему это происходит? А вы как белая ворона. Вы извините, но вы как белая ворона. А они же, понимаете, они как голодные идут. Голодные на хорошую энергию. Вы, ну вот смотрите, да, вы пчелка, которая собирает нектар. Хорошая, добрая пчелка, которая работает с утра до ночи, да, вот в своем улике живет, а никого не трогает. А вокруг летает очень много мух. Мух, понимаете, которые, ну что они там, дерьмо кушают, да? Вот. И вот эти мухи, они понимают, что мед, он-то послаже будет, чем дерьмо, которым они постоянно питаются. И не желая, например, добывать ту же пыльцу, они пытаются у пчелки этот мед, эту пыльцу, да, себе забрать. Вот и у вас так получается, вот в энергетическом плане. Вот самые вот такие отбросы энергетические, они к вам тянутся, потому что знают, что можно на вас поживиться, что можно от вас забрать, откусить, да, выпить вас можно. Вот они к вам и тянутся. Но
Здесь и ваша вина есть. Вы слишком сердобольный человек, и вы слишком восприимчивый человек. А еще, ко всему прочему, очень неуверенный в себе человек. И от этого вы позволяете вот этим мухам на вас все время нападать, понимаете? Что делать, чтобы защититься? Обращайтесь к Всевышнему. Старайтесь больше фокусироваться на свою жизнь. Старайтесь не идти на поводу у того, что происходит вокруг вас, будь то обстоятельства, будь то люди, и верьте в себя, в свою интуицию, в своего ангела-хранителя. Вот представьте, да, что вы на несколько ступенек выше, чем все те, кто вокруг вас. Их задача вас вот за подол хватать и тащить вниз к себе, туда, в какашки, понимаете? А вы им как будто бы не сопротивляетесь. И понятно, что они вас вот практически уже стащили. Станьте в полный рост, отбросьте все эти сомнения, верьте в себя. Вы выше и лучше, чем они все. Вы вообще человек с очень интересной судьбой, с очень таким сильным предназначением идете. Для многих цели предназначения еще не раскрыты. Вот это как, знаете, в дымке находится. Но то, что эта цель особая, я вам точно говорю. Чего конкретно касается, не могу вам прям детально рассказать, но то, что звезда над вами горит, это 100%. Она здесь вот и вышла. Над вами горит звезда. То есть человек с отличием отличается от биомассы, которая его окружает. Они это чувствуют, а вы этого в себе не чувствуете. Вернее, как? Возможно, вы чувствуете, но вы, будучи очень скромным человеком, вы говорите: да нет, так не может быть. Ну кто? Я обычная женщина, там, либо я обычный мужчина. Нет, это все не так. Абсолютно не так. Вы рождены в определенный день, сильный день. Вы в обстоятельства даже вашего рождения какие-то вот особенные. Спросите своих мамочек. Спросите, при каких обстоятельствах вы появились на свет. Вот что-то там есть. Как это вот не так, как все. Вот интересно, кстати, вам будет узнать. Поспрашивайте. Верьте в себя, мои хорошие, верьте в свою интуицию. И это, кстати, не первая отсыпка, когда главной проблемой человека является безверие. Безверие прежде всего в себя. Высшие силы в вас верят, а вы сами в себя не верите. Как так может быть? Зачем вы это делаете? Верьте в себя, верьте в свою силу, и она у вас будет пребывать. Не так, что от вас все вот это отбирают, а наоборот, она будет к вам прибывать. Так, мои хорошие, еще вы должны знать, что человек, который рядом с вами, нечестен с вами. Нет, он что-то скрывает. Там есть какая-то ложь, там есть какая-то хитрость. Этот человек может быть вашим близким, а может быть кто-то, кому вы доверяете, например, на работе. Понимаете, там что-то вот не то. А вы понимаете, а вы тоже можете это чувствовать. Скорее всего, чувствуете, но гоните от себя эти мысли. Говорите: ну как же, мы же дружим, да, либо это же мой родственник. Там, да, оправдывайте. Обратите внимание на то, что будет происходить в течение следующих 5 дней. Вот там у вас будет прекрасный шанс поймать человека просто на горячем, как говорится, за руку схватить на его каких-то деяниях. Стоит ли оправдывать этого человека? Ну, во-первых, заблуждаться могут все. Это вам решать. То, что человек делает это умышленно, это 100%. То есть он осознает, что он поступает неправильно, но он все равно это делает. Если вы настолько великодушны, конечно, вы можете простить. Но если вы понимаете, что это уже перебор, ну, тогда принимайте соответствующие решения. Вы выявите. Вот если вы присмотритесь, да, будете внимательны, вы все увидите и все поймете. Если вы ничего не сделаете, то человек в будущем может нанести вам очень конкретный, серьезный ущерб. В прямом смысле этого слова.
ущерб, причем это может быть и физический, и это может быть материальный, ресурсный. Поэтому я вас предупредила. Песок именно такую ситуацию показал. Он показал человека вором. Понимаете, вор. Ну, воры, они же разные бывают. Не значит, что вещи там воруют, либо там деньги. Может, еще другое что-то воровать. Вот, так что поаккуратнее будьте. Так, еще важный момент от того, что происходит сейчас. Есть ключ, но нет замочной скважины. Это интересный знак. Во-первых, ключ про знание, не про секрет. Была бы замочная скважина, я бы сказала, что есть секрет. Или сундук, например. У вас ключ выходит. Ключ говорит о том, что будут знания. Все, что сейчас с вами происходит, вот где бы вы ни находились, где бы вы ни жили, в какой бы обстановке вы ни жили, вот все, что происходит, это все знание. Знание, опыт вы сейчас приобретаете. Поэтому, мои хорошие, не относитесь к своей жизни как к наказанию, относитесь к своей жизни как к приобретению знаний, навыков, опыта, который вам очень важен и нужен. Даже не вам больше, а больше вашей душе, для того, чтобы выйти на новый уровень развития. Так, что еще происходит? Но вот у кого-то отыграется, что есть человек, который любит вас и мается этой любовью. То есть это любовь, которая не дает счастья, да, дает больше как тревогу, переживания и надрыв. Возможно, человек давно влюблен в вас, возможно, это даже ваш партнер, но может быть какой-нибудь там даже бывший ваш партнер. У человека произошла, либо даже сейчас в процессе происходит какая-то очень серьезная метаморфоза, когда, знаете, как раньше относился, не ценил, не уважал, ну типа как обыденность, да, так и должно быть и так есть, да, то теперь вот по-другому все ощущает этот человек. Но теперь он понимает, что вы, ну, наивысшая награда, наивысшее счастье. Ему хочется кричать о своей любви, но язык как будто бы с костями, да, сложно им шевелить. И, возможно, человек сейчас, в данный период времени, пытаясь до вас достучаться, пытаясь показать вам свои чувства и эмоции, причиняет вам боль этим, да, то есть неумение говорить о своих чувствах любви, либо, знаете, какая-то скованность, она ему мешает. Так что, мои хорошие, тут любовь, которая приносит муки. Прежде всего, конечно, приносит именно тому, кто в вас влюблен. Так, здесь есть еще, как друг идет человек, друг, товарищ, подруга. Человек, который очень переживает за вас, за ваше будущее. Здесь огромное желание помочь, но непонимание, как это сделать. Вот как сделать, может быть, там, не обидеть, либо ну вот как-то там на себя не накликать вашего гнева. Вы поговорите с этим человеком. Может быть, действительно вы сможете договориться, сможете принять какую-то помощь от этого человека, либо, по крайней мере, успокоить этого человека. Человек очень много, кстати, думает о вас. Так, здесь у нас работа выходит, работа. Но что-то с работой не так. Что-то не так, либо не устраивает вас ваша работа, либо чем-то грозятся вам на работе, вот что типа уволим, что работы не будет, какие-то такие разговоры могут происходить. То есть здесь полная неудовлетворенность и невидение будущего, что ли, как-то так идет. Смотрите, песок, вот как бы там ни было, песок говорит такую вещь. Для кого-то отыграется, что у вас от потери работы, либо от страха потери работы, там, нелюбимая, например, работа, у вас родится идея, которую, вернее, вы разделите с другим человеком. Возможно, вы будете заниматься чем-то похожим, но сами как для себя, либо сами на себя будете работать с кем-то вдвоем, в тандеме, то есть здесь идет сотрудничество. А у другого человека идет наоборот, через, например, там, отказ, потерю, либо нежелание работать.
человек откроет в себе какие-то новые способности, возможности, новые таланты, вернее, да, человек в себе раскроет. То есть здесь идет какой-то скачок вверх, скачок, да, вот человек в болоте как будто бы сидит в болоте, и из этого болота он просто как ракета вылетает, летит вперед. Но здесь идет путь через какое-то знание, либо какие-то обучающие программы, что-то вот типа такого будет происходить. Так, а здесь закрытый путь у меня выходит в сегодняшнем дне. Кому-то путь закрыт. То есть ваш кораблик никуда не может двинуться, ни вперед, ни назад. Может быть, были планы, может быть, были надежды какие-то по поездке, переезду, но сейчас это все заблочено. И кажется, что это в принципе невозможно, я никуда не попаду. Ваш кораблик поплывет, но не в том направлении, которое вы себе там представляли раньше. Либо поездка произойдет по-другому. Ну, например, вы хотели лететь на самолете, а поедете поездом, либо там на автомобиле. Либо вы хотели поехать в одну страну, но поедете вы в другую совершенно страну. Либо вы планировали поездку, например, в этом месяце, но поедете через месяц. Вот такая идет ситуация. С чем это связано? Это связано с тем, что нет условий для выполнения этой задачи. То есть на сегодняшний день, если вы отправитесь в этот путь, вы встретите очень много неприятностей, блоков, ограничений и душевных переживаний. Высшие силы благородны. Высшие силы любят вас. Они не желают причинять вам вреда. Они желают подготовить вам условия для того, чтобы ваш путь был и чистым, и открытым, и приятным, благодатным для вас. Вот с этим связаны блоки. И еще я хочу сказать тому, кто хочет поменять свою жизнь и переехать в другую страну жить. Я вижу такого человека здесь, возможно, их даже несколько таких людей. У вас переезд по-любому будет, он в вашей судьбе уже прописан, но я хочу, чтобы у вас не было столько иллюзий, сколько у вас их сейчас. Это не значит, что то место, куда вы хотите, оно плохое. Там речь немножечко о другом. Идет сложный процесс адаптации. Может быть, там не все так розово и шоколадно, как вы сейчас думаете. Но я вижу, что вы будете принимать ситуацию такой, как она есть, и вам удастся создать новую жизнь, просто с нуля начать новую жизнь, создать ее, там все будет, и дом будет, и машины будут, и работа, все у вас будет. Но на этот процесс у вас уйдет несколько лет. То есть где-то от 2 до 4 лет. К сожалению, идет так. Но с другой стороны, там вам будет гораздо лучше, чем в сегодняшнем дне. Вот при любых раскладах и при любых обстоятельствах там будет гораздо лучше. Не позвольте вот этим рухнувшим надеждам вас вот просто как истощить эмоционально. Да, картинка, которую вы видите сейчас, она красивая, но когда вы попадете туда, куда желаете, там будет, конечно, немножечко все иначе, да? С той позиции выглядеть все будет немножко иначе. Но это неплохо, это абсолютно неплохо. Все у вас будет замечательно. Вас, кстати, дорога сама найдет туда. Сейчас, может быть, что-то не получается, либо идет со скрипом, но дорога вас сама найдет. Так, мои хорошие, на ближайшее будущее тайны и секреты. Ну вот у кого-то прям отъезд, поездка, тут лошади на всех парах скачет. Очень интересно. Такое впечатление, что вы будете бежать от чего-то. Будет страшно, но у вас все получится. Так что не переживайте. Мне очень нравится вот эта картинка. Честные, благородные и открытые люди вам помогают. Вы очень много
в ближайшие полгода получите помощь от людей. Знакомые, незнакомые, это не важно. Важно, что люди будут к вам относиться благородно, великодушно, по-дружески, по-отечески. Вот это важно. Здесь помощь может быть любого вида, любого формата, начиная, там, например, от помощи устроиться на работу, заканчивая там, помощь в поиске жилья, либо там, в каких-то, может быть, какой-то помощи там, едой, продуктами, не знаю. Здесь очень много даров идет от людей. Может быть, оформление каких-то документов. Люди, добрые, благородные люди. Почему-то вот один идет человек сильный, такой мощный, а второй идет как ангелочек. Не могу сказать. Может быть, человек вам будет напоминать визуально ангела. А может быть, это будет посланник небес, который в человеческом облике будет вам помогать. Так, здесь работа, но работа не ваша выходит, работа кого-то из, больше похоже как либо ребенок, ваш сын, например, либо ваш муж, либо мужчина, который будет с вами. Здесь человек большого ума, и какие-то золотые прям руки, да, большое мастерство у человека. Смотрите, человек, я не могу понять, то ли вы будете помогать этому человеку в его работе, в его делах, то ли вы совместно как-то что-то будете делать. То есть у вас идет от работы этого человека, вы как гордитесь этим, да? То есть вам идут блага от того, что этот человек делает, работает. Но если вы переживаете за своих детей, да, где будут работать, что там у них будет с карьерой, с будущим, все будет замечательно. И если вы думаете о своем, например, партнере, о своем муже, да, что у него там будет с работой. Здесь какой-то просто высший уровень мастерства. Да, человек вот прям очень громко на всю страну, там, на весь мир может заявить о себе, кто он такой. Такой очень востребовательный какой-то процесс идет. То есть здесь пойдет и гордость, и деньги. Так, еще из будущего. Вот идет примирение с тем человеком, кто был как враг, что ли. Человек, с которым у вас были прям такие контры, да, кого вы не любите, кого вы считаете своим врагом, либо вредителем. Ой, что мне тут двигается. Вот неприязнь с этим человеком идет, причем достаточно сильная, глубокая. Я вижу тут не только примирение, но и как вы друг о друге заботитесь и помогаете. Вот вообще какая-то история странная. Я вижу, что вы помогаете этому человеку, а этот человек вам чем-то вот как отплату делает. Это интересно. Но врагов иметь не надо, лучше иметь друзей. Так, ну и здесь примирение однозначно, 100% люди помирятся. Так, по пожилым людям. Здесь идет уход за пожилым человеком. Ухаживать надо за пожилым человеком, помогать пожилому человеку. Возможно, вы столкнетесь с тем, что пожилой ваш родственник какой-то изъявит желание куда-то там отъехать, переехать. И действительно будет нуждаться в том, чтобы вы помогли осуществить, не в том, чтобы вы отговаривали этого человека, а помогли осуществить его вот план, задумку. Это, кстати, будет очень важно. Так, на ближайшее будущее. Ну, кому-то идет романтика, идут романтические отношения, встреча с тем, кто вам по судьбе. Причем встреча при каких-то странных обстоятельствах. Тут мужчина делает дорогу к вам, при всем, что вы сосредоточены на своих каких-то делах, на своих вопросах. Может быть, сразу даже его и не примете, этого мужчину. Но, тем не менее, мужчина будет вам изначально другом, помощником, а потом уже, как на второй ступеньке, он уже станет для вас любимым человеком. Вот такая идет история. Так, еще на ближайшее будущее кому-то идет беременность. Сразу хочу сказать, что беременность будет непростая. Может быть, первый, второй триместр, какие-то угрозы могут быть, либо что-то не так будет. И вот здесь будет очень важно женщине не пренебрегать советами и рекомендациями врачей, гинекологов, акушеров, да, а именно прислушиваться и понимать,
что она сейчас отвечает не только за свое здоровье, но и за здоровье будущего ребеночка. Ребеночек какой-то, не могу понять, то ли крупный какой-то очень идет. Вот что-то будет происходить. Не просто будет, честно скажу, не просто будет выносить эту беременность, но тем не менее, чтобы вы, мои хорошие девочки, все-таки себя поберегли и относились серьезно к тому, что происходит. Вот. Это, конечно, нелегко, но тем не менее, здесь вас песок предупреждает, чтобы вы не таскались там с больницы по больницам, да, и не лежали по несколько там месяцев на сохранении. Лучше изначально, да, вот соблюдайте все рекомендации, все, что вам будут говорить специалисты. Прямо в центре выходит, поэтому это очень важно. Так, мои хорошие, здесь ангел соединил сердца. Здесь больше, знаете, как отыграется для тех, кто либо свадьбу хотел бы сыграть, либо кто уже в паре, в браке. Может быть, у вас какие-то мысли стали возникать, что ой, что-то у нас не ладится, что-то у нас не получается, не хочу, там, не буду, зачем это все нужно. Значит, мои хорошие, чтобы вы ни о чем не думали, ангел, вот крылья, видите, вот голубок, вот голова, вот одно крыло, вот второе. Видите, он делает вот так сердечко, и там 2 человечка. Ангел все-таки вас соединит. Ничего плохого не случится с вашей парой. Будете вместе. Любовь ваша будет расцветать. Ну а для тех, кто собирается создавать семью, брак заключать, то здесь прям благословение свыше идет на вашу пару, на вашу будущую семью. Это замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.